О работе ингушского УФАС пишут множество российских СМИ. Это они раскрыли самое громкое антимонопольное дело в России. Защищая интересы потребителей и принимая меры по сохранению конкуренции, управление играет огромную роль в экономической безопасности региона. На данный момент региональным управлением возбуждено 24 дела по признакам нарушения. По результатам вынесенных комиссией ингушского управления ФАС решений ответственные должностные лица будут привлечены к ответственности. Если ответчик с нами не согласен, мы вместе с ним идем в суд, он обжалует наше решение предписания. И когда уже суд признает наше решение предписания законным и объективным, мы уже накладываем административные штрафы. Ингушским УФАС проводится и мониторинг состояния конкуренции на рынке оказания услуг по предоставлению аренды рекламных конструкций. Так, в действиях органов местного самоуправления и муниципальных образований выявлены нарушения требований закона о рекламе при передаче в аренду рекламных конструкций без проведения обязательных торгов. Также у них не оказалось плана дислокации этих объектов. Его специалисты запросили у муниципальных образований. УФАС, в свою очередь, выдала им предупреждение. Главы администрации были привлечены к административной ответственности. Мы начали смотреть, все ли рекламные конструкции на территории наших муниципальных образований находятся в плане дислокации, размещены ли они на сайте муниципального образования. И запросили у них дополнительно еще у более крупных муниципальных образований нашей республики, запросили их информацию. Все договора, которые были заключены вообще на установление конструкции и сколько их вообще на территории города, где они вообще находятся. Получив их, честно говоря, удивлению не было предела. Некоторые рекламные конструкции в очень проходном месте за 300 рублей в год сдавались в аренду, в то время как самим арендаторам эта рекламная конструкция приносила в месяц не менее 40-60 тысяч рублей в месяц. А в бюджет они платили 300 рублей в год. Кроме того, были выявлены факты размещения тех рекламных конструкций, которые вообще не отражены в плане. Их установили, обойдя обязательные торги. На них нет договоров, и весь доход, получаемый от них, шел в карман собственников. Соответственно, бюджет они не пополняли. Необходимо еще уточнить, что рекламная конструкция может размещаться не более, торги могут провести не более в аренду этих земельных участков для размещения рекламных конструкций не более чем на 10 лет. Но мы выявили также эти факты, что на 49 лет выдавались эти разрешения и так далее. То есть абсолютная монополия вводилась во многих сегментах. Поэтому с этим начали бороться. На сайте Торги.ру можно подать заявку на участие в торгах на аренду земельных участков и санитарную вырубку леса в том числе. При наличии 2, 3 или 4 заявок, соответственно, цена поднимается и бюджет пополняется. Это как должно быть, но материалы, поступившие из прокуратуры республики в Ингушской УФАС, свидетельствуют, некоторые лица старательно пытались обхитрить всех. Мы уже начали детально проверку проводить и увидели, что 7 из 9 участников, они подали заявки с одного IP-адреса, то есть это был один компьютер. Они подали практически в один и тот же день, то есть они все вместе собрались там и подали. Кроме этого, они еще распределили эти земельные участки между собой. Никто не подал, кроме заранее определенного своего земельного участка, на другой земельный участок заявку для того, чтобы и там поучаствовать. Но это крайне странно, потому что все эти земельные участки плюс-минус находятся рядом. Почему тебе именно вот этот вот сектор на опушке леса понравился, а сектор в начале населенного пункта не понравился, хотя оттуда проще лес выводить? Либо не понравился там в чаще леса тебе лес, хотя там, может, он более здоровый лес там да, растет. Либо еще что-то. То есть вопросов очень много. Другие участки не были интересны, потому что рубить там было нечего. Это первое. И, соответственно, вывозить оттуда древесные породы для реализации под видом санитарной очистки леса было бы невозможно. Второе. Трудно не подумать, что это сговор одной фирмы, если все заявки подавались с одного IP-адреса и даже заходили на сайт с одной Wi-Fi раздачей. Ведь все участники торгов в принципе заинтересованы в своем выигрыше на аукционе. IP-адреса мы узнали, естественно, легко. Мы запросили у торговых площадок, кто как, когда выходил. После этого у интернет-провайдеров запросили вот в эту секунду, в эту минуту, кто выходил, кому этот IP-адрес точнее принадлежал. Таким образом мы вышли уже на компьютер, грубо если сказать, откуда были сделаны эти заявки. Кроме этого, мы запросили у налоговой, если какие-то родственные, иные трудовые отношения между этими организациями. Оказалось, что один человек одновременно оформил ИП и ООО. На ИП подал одну заявку, на ООО тоже одну заявку подал, и там, естественно, выиграл, потому что кроме него там никого не было.
Работа антимонопольной службы в принципе тяжела тем, что трудно доказать на суде, что то или иное лицо нарушило антимонопольный закон, поэтому расследование этих дел тянется месяцами. Ведомство не гонится за хорошей статистикой и громким результатом для печати СМИ. Они заняты тем, что пресекают теневой доход, возвращают средства в бюджет. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.